Фотография порой может рассказать намного больше, чем тысячи слов. Случайные снимки всегда наиболее важны, окажущиеся на первый взгляд незначительными моменты всегда самые драгоценные. Фотографы в некотором роде являются летописцами, художниками своего дела. 100 работ известных абхазских фоторепортеров Владимира Попова и Ибрагима Чкадо были представлены в Центральном выставочном зале. События десятилетней давности, несомненно, одна из самых главных дат в истории Республики Абхазия. И данная выставка опять возвращает нам факты и эмоции тех дней, говорит фотограф Ибрагим Чкадо. Наши друзья, журналисты российские, сказали, что возможно будет признание. Конечно, сразу фотоаппарат, у меня, кстати, была всего одна флешка, и я думаю, как бы в эту одну флешку и при этом качество сильно не потерять, то есть я и радовался, и целый день думал, а хватит ли мне места для фотографии. И, конечно, сразу пошел на площадь, потому что так традиционное место празднования обычно, и более массовое. И уже там просто вот этот праздник окунулся. Но как мы шутим, мы все события в жизни важные одним глазом видим, потому что другой закрыт всегда, и поэтому здесь есть возможность уже на них посмотреть. Очень люблю эту фотографию «Праздник признания», она и дала название выставки. Название тоже не я придумал, это я тогда на France Press работал, они ее дали какому-то изданию, и она стала фотографией недели, и они так и назвали «Праздник признания». Это приклеилось, такое название, и когда добиваешь признания Абхазии, чаще всего она выскакивает, это так приятно радует. Экспозиция состоит из фотографий, большая часть которых была сделана в августе 2008 года. На выставке также представлены разделы о событиях, предшествовавших знаменательному августу 2008 года. Это и пребывание миротворческих сил Российской Федерации, миссии ООН, дипломатические вояжи в горячую точку политиков России и стран Запада, операции по освобождению Кадурского ущелья. Съемки на границе с Грузией, когда мы могли быть сами жертвами того, что мог произойти бой. Серьезный бой, но мы были беззащитны ни оружием, ничем, но нас туда позвали для того, чтобы мы отразили, а вдруг этот бой произойдет. То есть работа журналистов, она не защищена порой, особенно во времена событий военных. Основная тема выставки – это череда драматических моментов августа, которые начались с вероломного нападения грузинских войск на столицу Южной Осетии. Неразрывная связь двух республик Абхазии и Южной Осетии в 2008 году проявилась в солидарности и совместных действиях по отпору врагу и освобождению своих территорий от захватчиков. И логическим и справедливым исходом трагедии 8 августа 2008 года стало признание независимости Южной Осетии и Абхазии Российской Федерации. 100 фотографий, выбраны из нескольких тысяч, они сегодня разворачивают те события, которые предшествовали августу 2008. Каждая фотография, если вы посмотрите в двух залах, за каждой фотографией есть событие. Фотография – это жизнь, остановленная на миг и запечатленная на века. Все эти снимки объединяет одно – они сделаны незадолго до того, как жизнь изображенных на них людей кардинально изменилась. Пусть они послужат лишним напоминанием о том, как хрупка человеческая жизнь. Хорошие эмоции, хорошие фотографии. А главное, что они отражают вашу истину, то, что было, то, что происходило. Это для вас, конечно, это, я хоть и не здешняя совсем, это очень важно, мне так кажется. В столице фотовыставка будет открыта для посещения до 5 сентября. Затем по инициативе Министерства культуры и историко-культурного наследия выставка будет представлена во всех городах страны. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.